Коми начали производить валенки со светоотражающей лентой. Автоинспекторы смогли убедить руководство Выльгородской фабрики, что такая необычная обувь просто необходима жителям республики. Виктор Прокушев примерил новинку. На Выльгородской сапоговаляльной фабрике производится более 20 видов продукции. Разных цветов, фасонов, с меховой отделкой, с орнаментом. И в этот без того большой список добавились валенки вот с такой светоотражающей лентой. Такая тесемка позволит пешеходу быть замеченным в темное время суток и не стать участником дорожно-транспортного происшествия. С такой инициативой госавтоинспекция выступила в конце сентября. По мнению сотрудников ГИБДД, светоотражающая обувь заметно снизит количество аварий. И хотя маркетологи с недоверием отнеслись к такой идее, все же на эксперимент решились. Их продукция распространяется в деревни, города, отдаленные нашей с вами республики, а также России, где, к сожалению, не всегда есть уличное освещение и не всегда видно того пешехода, который находится на проезжей части. Создает трудности для водителей транспортных средств. Я думаю, что эта инициатива совместно реализуется, и количество наездов на пешеходов в темное время суток сохранится, а может снизится, а может быть их вообще не будет. Как признался директор фабрики, несколько лет назад он сам хотел выпускать валенки-маячки. Даже закупил специальную ленту, но не было спроса. Сейчас ситуация изменилась. В последние годы люди поняли, что войлок – это прекрасная обувь, которая не портит здоровье, в отличие от всей химии. И тем более были последние зимы холодные. По сути дела, в стране оказался дефицит валенок. От начала до конца процесс изготовления валенок занимает целую неделю. Только потом на обувь нашивают светоотражающую ленту. Сами работники ноу-хау родной фабрики только приветствуют. Конечно, хорошая. А сами детям своим, может, возьмете такие? А у меня детей нету. У меня уже взрослые. Не будут носить уже? Почему не будут? Они носят. У меня учится младший в СХТ, носит валенки. Первая партия уже поступила на прилавки. Сейчас ведутся переговоры с крупными организациями республики. Вполне возможно, первыми валенки-маячки примерят дворники. Виктор Прокушев, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.